Сәлеметсіздер ме менің құрметті көрермендерім. Арнама қош келдіңіздер. Бүгін де үстеу тақырыбын жалғастыратын боламыз. Оның дұрыс жазылу жолдарын үйренетін боламыз. Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня тоже будем говорить о наречии, о правописании наречия. Если тема интересна, то продолжайте смотреть это видео. Не забудьте подписаться на мой канал. Итак, начнем наш урок. Итак, будем говорить о правописании наречия. Правописание наречия – это слитные, раздельные и дефисные написания. Трудности в написании наречия возникают потому, что они были образованы от слов разных частей речи, а также грамматических форм существительных, прилагательных, местоимений с предлогами. Зачастую бывает сложно отличить наречие от амонимичной формы слова другой части речи и, как следствие, правильно выбрать его написание. Проследим от слов какой части речи образуется наречие. Подробно рассмотрим три типа написания наречия: слитные, раздельные и дефисные. Итак, сперва рассмотрим слитное написание наречий, образованных от прилагательных. Слитное написание наречий необходимо в случаях, когда наречие образовано с помощью приставки или приставки и суффикса от слов, обозначающих признак предмета. Первое – это от полных форм прилагательных, заканчивающихся на «ую». Например, идти вслепую, шить вручную, действовать на удалую, веселиться на пропалую. Здесь все наречия пишутся слитно с приставкой «в», «на». Но есть и исключения: на боковую, на мировую, на попятную пишутся раздельно. И второе от кратких форм прилагательных с приставками из, издавна, истари, искони, до суха, до нога, дочерна, досыта, добела, со, с молоду, с малу, сослепу, снова, сгоряча, с приставкой «в», вправо, влево, вкратце, вполне, вдвойне, с приставкой «на», начисто, намертво, на веселье, навечно, с приставкой «за», заживо, запросто, засветло, и с приставкой «по», помалу, понапрасну, подолгу, попусту. И третье наречие с суффиксом «о», образованные от приставочных прилагательных. Например, прилагательный безутечный образуем наречие безутечно, строчный – построчно, именной – поименно. Теперь рассмотрим слитные правописания наречий, образованных от местоимений. Наречия, образованные от местоимений, пишутся слитно, вовсю раскричаться, но иногда пишется раздельно, например, во всю длину, во всю Ивановскую. Как видите, здесь нет глагола, поэтому это и пишется раздельно. Совсем отсталый, на совсем, потом, потому, поэтому, посему, почему, затем, отчего, оттого, почем. Все пишутся слитно, но отличаем их от предложенных форм местоимений, которые определяют существительные. Потом деле, по этому взгляду, почему перебраться, затем сооружением. Как видите, здесь пишутся раздельно. Пишутся слитно с приставками «в» на наречия, образованные от числительных: вдвое, вдвоем, втроем, втрое, вчетверо, на двое, на трое. Но пишутся раздельно наречия «вова», смотреть в оба, пристально следить.
а также слово с предлогом по одному, по двое, по трое. Слитно пишутся наречия, образованные приставочным способом от слов этой же части речи. Например, сквозь, насквозь, всюду, отовсюду, против, напротив, вне, извне, куда, никуда. Здесь мы рассмотрим правописание наречий, образованных от имен существительных. Наречия, образованные от существительных, пишутся как слитно, так и раздельно. Выбор правильного написания зависит от того, сохранило ли наречие падежную форму существительного с предлогом, или предлог стал приставкой, слившись со словом. Рассмотрим некоторые закономерности слитного и раздельного написания наречия, образованных от существительных. Теперь рассмотрим раздельное написание наречий, образованных от существительных. Раздельно пишутся в первом случае, если между предлогом и наречием можно вставить прилагательные или же местоимения, например, встать в рост или же в малый рост, зайти в тупик, в полный тупик. Во втором случае раздельно пишутся наречия, если производящее существительное с предлогом сохранило некоторые падежные формы. Например, выучить на память, рассказать по памяти, идти на цыпочках, встать на цыпочки, выполнить на совесть, действовать по совести. Здесь мы видим именительный падеж или же предложный падеж. И третье раздельное написание наречия прослеживается с предлогом без, до, с, под, за, даже если в современном русском языке это слово уже не употребляется самостоятельно. Например, без утайки, без промаха, без умолку, без оглядки, без спросу, до востребования, до отвала, до упаду, до смерти, до неузнаваемости, с молотка, со зла, со страху. Но слитно пишем наречие слишком, снаружи, спросонок, с позаранку, с просонья, сроду, сродни, сряду. И пишем раздельно с предлогом под силу, под встать, под стать, под утро, под шумок, под носом, под устцы, за полночь, за упокой, за полдень, за границу. Но пишем вместе. Это исключение. Замужем, за раз, за панибрата, за подлицу. И если предлог обозначен согласным, а корень наречия начинается с гласного, то пишем раздельно. Например, идти в обнимку, не замечать в упор, схватить во вхват, себе в убыток, сделать в угоду. По этому правилу пишутся раздельно наречия в открытую и в оба. Пятое. Наречия образованы от существительных в форме множественного числа, оканчивающихся на ах, ях с предлогами в, на, пишутся раздельно. Например, напишу на днях, стоять на часах, рассказать на радостях, быть в бегах, расположить в ногах. Наречие в торопях, в потьмах, в попыхах, в горячах, в спросонках не употребляется без приставки «в». И шестое. Раздельно пишутся сочетания двух повторяющихся существительных с предлогами, между ними пишутся в три слова. Например, с минуту на минуту, душа в душу, слово за слово,
день ото дня, час от часу. И есть исключения, которые пишутся через дефис. Точь в точь, теть о теть. И 7 раздельно пишем сочетание форм именительного и творительного падежей одного и того же существительного. Например, волк волком, туча тучей, честь честью, чин чином, дружба дружбой, служба службой, чудак чудаком, змея змеей. Теперь рассмотрим слитные написания наречия. Во-первых, слитно с приставками пишутся наречия, образованные от существительных, которые самостоятельно не употребляются в современном языке. Например, впросок, наобум, чересчур, наискосок, насмарку, понаслышке, вдребезги, натощак, навздрыд, наизусть, невдомек, неотмашь, невзначай, навзничь. Во-вторых, с любыми приставками пишутся слитные наречия, образованные от существительных с пространственным или временным значением. Например, вверх, низ, вперед, зад, шир, даль, глубь, высь, век, начало, конец, если они не имеют зависимых слов. Сравним. Копать вглубь, опускаться вглубь океана. Здесь, как видим, копать глубь – это наречие глубь, а опускаться вглубь океана – здесь есть зависимое слово. Глубь океана, значит, это уже не наречие. И можем задать вопрос, куда вглубь. Расстаться навек – это наречие, навек прошедший. Прыгнуть к низу – это наречие, слитные написания наречия. Пришить к низу юбки. А здесь есть уже зависимое слово. Рассказать сначала зимы. В конец расстроиться, в конец аллеи. Слово «вдаль» пишется раздельно с возвратными глаголами «всматриваться вдаль», «взглядываться вдаль», но смотреть куда? Вдаль. И в-третьих, слитно пишутся предложно-падежные формы существительных, к которым нельзя поставить падежный вопрос или подобрать зависимое слово. В скорости, с плеча, за даром, в накладе, в половину, на выкате, нараспашку, при прыжку, в прикуску и прочее. Исключение. В насмешку, в рассрочку, в диковинку. И в-четвертых, слитно пишутся наречия с приставками о, от, к, из. Например, озиму дарится, не знать отроду, отчасти знаком, кряду, кстати, изнутри, истари. Итак, рассмотрим дефисное написание наречий. Дефисное написание наречий можно определить по некоторым признакам. Во-первых, наречие образовано от полной формы прилагательного или притяжательного местоимения с помощью приставки «по» и суффиксов «ому», «ему», «и». Видимый – это прилагательный, и по-видимому образуется наречие. Настоящий – по-настоящему, свойский – по-свойски, геройский – по-геройски, наш – по-нашему, иной – по-иному. Во-вторых, наречие образовано от порядкового числительного и имеет в морфемном составе приставку «в», «во» и суффикс «х», «их». Например, первый и образуется наречие «во-первых», второй – «во-вторых», третий – в-третьих, десятый – в-десятых. И третий после приставки «кое» ставится дефис. Например, как, кое-как, где, кое-где, откуда, кое-откуда. И в-четвертых, в составе наречия имеются
частицей то либо не будь таки. Например, почему, почему-то образуется наречие. Когда, когда-либо, как, как-нибудь, наконец, наконец-таки. В-пятых, наречия, образованные повтором слов, синонимов и однокоренных наречий, осложненных приставками и суффиксами чуть-чуть, заиндивели, еле-еле пришел, крепко-накрепко привязать, перво-наперво вспомнить, всего-навсего, мало-помалу, не сегодня, завтра, люба дорога, шито-крыто, тихо, смирно. Здесь можете посмотреть примеры слитного написания наречия. Наречие пишется слитно, если в составе которых есть неиспользуемые в современной речи существительные, например, невдомек, вкупе, впросок, насморку. Если к существительному в составе наречия нельзя поставить вопрос или ставить между предлогами существительным определяющее слово в волю, отчасти, наотрез, но есть исключение. На гора – технический термин, на выучку, на выручку, на вырост. Если наречие образовано от существительных со значением времени или пространства, то тоже пишется слитно, например, сверху, навеки, в конец. Если наречие образовано от полных прилагательных с помощью приставок в, на, за, например, напрямую, вручную, зачастую, наверное. Но есть исключения: в открытую, на попятную, на мировую, на боковую. И если прилагательное начинается с глас, то пишется раздельно. Если наречия образованные от сочетания предлога с кратким прилагательным, то пишется слитно: налегке, запросто, понапрасну. Если наречия образованные с помощью приставок в, на, от собирательных, числительных, например, вдвое, на трое, пятеро. Или же наречия, образованные сочетанием предлога с и местоимения, например, почему, в ничью, во всю. Если наречия, образованные сочетанием приставки и наречия, то пишется слитно: извне, насквозь, напротив. Но есть исключения. Если там предлоги о, под, на, то пишется раздельно. Например, а завтра, под утро, на сегодня, на нет, на авось, на ура. Если наречия, образованные сочетанием предлога в, корня, пол и родительного падежа существительного, например, в полсилы, в полголоса, в полоборота, но есть исключения: в пол лица, в пол яблока, в пол яйца. Если после приставки пол слово начинается на «л» или же на гласную букву, то пишется раздельно. Если наречие на «о», пишется с «не» слитно. Если к слову можно подобрать синоним: нелегко, трудно, невесело, грустно. Или же наречия пишутся с «не», если приставка находится под ударением: некуда, незачем, нехотя. Здесь приведены примеры раздельного написания наречия. Например, если существительное в составе наречия сохранило падежные формы. Например, в тупик, в тупике, из тупика, на запятки, на запятках, без ведома, с ведома, без толку, с толком. Но есть исключения: наизнаку, с изнаки, наспех, не к спеху, поодиночке, в одиночку. Они пишутся слитно.
Если между предлогом и существительным можно вставить определяющее слово, например, на скаку, на всем скаку, в спешке, в страшной спешке, в рост, в полный рост, то пишется слитно. Если у существительного есть зависимое слово, например, в начале повести, во время отпуска, в конце спектакля. Если существительное в составе наречия употребляется в переносном смысле, след в след, в конце в концов. Наречие образовано сочетанием предлогов и существительных, которые начинаются на гласную. Например, в вход, под уклон, в аккурат. Если наречие образовано сочетанием предлога по с числительными, по одному, по две, по трое. Если местоимение согласуется с существительным, во весь рост, по этому пути. Наречие образовано сочетанием предлогов без, до, с, под и существительных. До отвала, под стат, сходу, без просыпу. Но есть исключения. Дотла, донизу, доверху, сроду, с дуру, с плеча, подряд, подчас они пишутся слитно. Наречие образовано сочетанием предлогов в, на и существительных с окончанием ах, ях. Например, в потемках, в ногах, на рысях. Но есть исключения. В горячах, в попыхах, в матемах, в торопях. Они пишутся слитно. А здесь приведены примеры дефисного написания наречия. Наречие с приставкой по, которое оканчивается на ому, ему, и, ски, ски, ки, и. Например, по-доброму, по-хорошему, по-английски, по-заячьи. Но исключительные слова поэтому, потому, посему, по одному пишутся слитно или раздельно. Наречия, образованные при помощи приставки в, во, от порядковых числительных, например, во-первых, в-пятых, в-третьих, пишутся через дефис. Наречия, образованные соединением двух однокоренных или синонимичных слов, чуть-чуть, тихо, смирно, точь-в-точь. Теперь, чтобы закрепить полученные знания, выполним упражнение. Остановите видео и попробуйте выполнить эти упражнения. Посмотрите на эти наречия. Определите, как они пишутся: слитно, раздельно или через дефис. Это был урок про правописание наречия. Думаю, что урок был полезным. Если вы не подписаны, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить мои уроки. С вами была учитель русского языка Шатых Маратовна. Спасибо за ваше внимание.